Приветствую участников вебинара. Мы будем начинать. Пожалуйста, поставьте мне в плюсик, вернее, в чат плюсик о том, что меня видно и слышно, что все хорошо со связью. Слышно ли меня, видно ли меня? У вас есть чат, дорогие участники, благодарю вас, что отмечаетесь. Вы можете там писать свои вопросы и ставить отметки, если я вас о чем-то прошу. Я приветствую вас на вебинаре «Супружеские кризисы и их влияние на детско-родительские отношения». Сегодня мы поговорим о том, какие стадии жизни проходит семья, пара, и как это влияет на отношения взрослых и детей в семье, что проживает ребенок, когда у родителей супружеский кризис. Мы поговорим также о нормативных и ненормативных кризисах в семье. Конечно, я расскажу вам о том, как выходить из этих ситуаций, как следует действовать родителям. Меня зовут Григорьева Евгения Сергеевна, я психолог, и большая часть моей практики – это работа с семьями, со взрослыми людьми, которые проживают какой-то тяжелый период. И также как преподаватель Сыктывкарского государственного университета я также преподаю курс «Семейная психология и семейное консультирование. Да? Поэтому как с теоретической, так и с практической точки зрения я знакома с темой, которую сегодня представляю. Данный вебинар проводится в рамках работы Республиканского консультационного центра, просветительского проекта «Академия будущих родителей». Благодаря этому проекту мы сегодня с вами можем встретиться. Я прошу всех тех, кто сегодня планирует участие в этом вебинаре, подумать, что для вас могло бы быть актуальным сегодня, что сделает для вас участие в вебинаре продуктивным, чтобы вы не сказали, что время потеряно зря. Да, вы можете написать это в чат, написать свои вопросы, какие-то свои пожелания, что от меня вы ждете, для того, чтобы результат этого вебинара для вас был. Что особенно будет вам интересно и актуально. Также я бы хотела попросить вас сейчас, чтобы вы написали, если вы находитесь в паре. Добрый вечер всем, кто присоединяется. Я хочу попросить всех тех, кто находится в паре, сколько лет вашему браку, сколько лет вашей паре. А также, если вы не находитесь в паре на данный момент, также напишите «я в поисках отношений» или «я, к примеру, разведена или разведен, воспитываю ребенка», чтобы я понимала, кто сегодня участники вебинара и какая информация для вас будет актуальна. Мы начнем с того, что я внесу сам принцип развития в становление супружеских партнерских отношений. Как все живое, семья постоянно развивается и нуждается в трансформации, в развитии. Идея возможности быть всегда в стабильном состоянии, всегда быть одинаковыми, она провальна изначально, потому что само развитие встроено в человеческую природу. Для нас нормально, органично быть постоянно в движении. Да? Мы хотим, все время стремимся к развитию, к изменению, значит, да? К улучшению. И семья, как образование человеческое, естественно, тоже постоянно движется и развивается. Есть определенные стадии, которые выделены учеными в жизни семьи. Проходя от стадии к стадии, семья будет сталкиваться с кризисом. Это еще одна особенность человеческой природы развития. Есть этап в жизни человека, например, ребенка или взрослого, или семьи, который называется латентный период. Латентный период – это спокойный период, да, период, который направлен на то, чтобы стабилизировать состояние, на то, чтобы прожить
этап, да, сделать те задачи, которые на нем существуют, адаптироваться хорошо, успокоиться, отдохнуть. Но к концу этого спокойного этапа нам перестает быть комфортно, да, приятно и хорошо. Нам как будто бы хочется поменяться, нам как будто бы хочется выйти на новый уровень. И это означает конец латентного периода и вход в кризисный период. Такова природа развития человека. Да? Как бы мы ни тормозили детское развитие, ребенок все равно будет двигаться вперед и развиваться. И проходить от стадии к стадии, здравствуйте, всем, кто присоединяется, приветствую вас, да, от стадии к стадии и ребенок, и семья, да, и взрослый человек переходит через кризисный период. Да? То есть кризис – это норма. Это нормальный этап в развитии. Давайте с вами подумаем, какое значение, какие функции у кризиса. Раз это встроено в нашу психику, в нашу саму природу, значит, это имеет какую-то важную для нас функцию. Зачем нужен кризис? Пожалуйста, напишите в чате, зачем нужен кризис? Зачем нам нужно проходить, да, кризис? Какой потенциал для нашего развития имеет кризисный период? Приветствую всех, кто к нам присоединяется. Мы говорим сегодня о семейных кризисах и о том, как его проживать более экологично, более конструктивно для самих себя, взрослых, и для наших детей. И я задала вопрос участникам о том, какое значение имеет кризис для человека. Зачем дети переживают кризис? Зачем взрослые в своем личностном развитии переживают кризис? Даже вот вспомните, пожалуйста, может быть, вы долго работали на какой-то работе и в какой-то период ощутили, что вы больше там не хотите быть, вам там не нравится, вы вошли в такой кризис, да, и пока вы не поменяли эту работу, вы переживали вот это неприятное кризисное состояние, да, или, например, вы расставались с мужчиной, там, с женщиной, с партнером, да, и тоже какой-то кризисный этап переживали. Вот какое значение имеет кризис для человеческой природы? Так, Ольга пишет, может быть, в этот период человек понимает, что жить как прежде он не сможет, когда возникает необходимость пересмотреть свои ценности и взгляды. Абсолютно верно. Паршукова Любовь. Так, для контраста в нашей жизни, чтобы понять, что хочется лучшего, да? Ну, да, да, конечно, для выхода, да, на новый уровень. Мгм. Кризис нужен для выхода на новый уровень. Вот Юлия так и сформулировала. Абсолютно верно, вы все правы. Кризис венчает собой наше некомфортное состояние. Вот знаете, есть такая модная фраза «выйти из зоны комфорта». Да? Прислушайтесь, пожалуйста, сейчас к себе. Вы хотите выходить из зоны комфорта? Вам хочется этого? Вам хочется прям вот по морозу босиком? Хочется вам, там, не знаю, быть голодными? Хочется ли вам не иметь возможности комфортно жить? Поставьте, пожалуйста, плюсик, если вам хочется, и минус, если вам не хочется. Что означает вот эта фраза, да? Выйти из зоны комфорта. Нас призывают к этому сейчас все мотивирующие тренеры зачем-то. Очень такая вот популярная сейчас фраза. Не хочется выходить, только если в лучшую сторону. Ага, Надежда, вам хочется выходить из зоны комфорта, то есть вы прям за по морозу босиком. На самом деле, ага, нет, да? На самом деле мы всегда стремимся к состоянию комфорта. Мы покупаем себе удобную кровать, мы покупаем себе, не знаю, там удобную обувь, мы покупаем себе кресло офисное, в котором мы сидим хорошо. Согласитесь, да? Мы все время стремимся к комфорту. Мы хотим поехать на юг, к морю, к солнышку, чтобы нам стало не холодно, чтобы нам дышать свежим морским воздухом влажным и так далее. Мы наоборот, мы стремимся к комфорту. И вот это желание комфорта толкает нас на движения какие-то.
А фраза "выйти из зоны комфорта", то есть перестать, жить, а, так, как ты привык, не делая никаких изменений, да, она на самом деле противоречит природе человека. Это значит, что вот мне сейчас хорошо, комфортно, мне надо сейчас встать и выйти из зоны комфорта. Ну, это как-то не очень логично. Так вот, какое это отношение имеет фраза к семейным кризисам, да, и вообще к природе человеческого развития? В какой-то период наш прошлый комфорт перестает быть для нас комфортным. Вот если мы возьмем личностное развитие, даже вот онтогенетическое развитие, возрастное, да, до года ребенку было удобно и комфортно сидеть там, где мама посадила, и на ручках ее передвигаться. Но к году, когда он уже способен освоить прямохождение, ему уже становится некомфортно быть у мамы на руках. Согласны? Поставьте плюсик, если вы согласны. То есть тот прежний комфорт, который раньше его устраивал, он перестает его устраивать. Вот, да? И таким образом ребенок готов выйти из зоны комфорта, понимаете? И значит, тот период, который он проживал, перестал быть хорошим для него. Надо выходить на новый этап. А переход с одного этапа на другой устроен как лесенка. Посмотрите, пожалуйста, вот мы были на этом уровне в паре. К примеру, пара у нас встречается год. Теперь они хотят выйти на новый уровень и начать жить вместе. Так вот, эта лесенка сопровождается вот этим движением вверх, да? Когда мы поднимаем ножку на ступенечку, нам становится некомфортно. Вот кризис – это и есть поднять ножку на ступенечку. Иногда это не одна ступенечка, иногда это много, иногда это взобраться на гору. То есть кризис – это вот движение вверх, некомфортное, неудобное, неприятное. Поэтому кризис – это всегда наши субъективные неприятные ощущения, которые мы как бы оказываемся в ловушке. Здесь я уже быть не хочу, а сюда еще взобраться не могу. Мне надо вот это пройти, прожить этот кризис. И вот этот тяжелый период в жизни семьи надо прожить. И тогда пара, которая проходит этот период, оказывается на уровень выше. Ставьте, пожалуйста, плюс в чат, если понятно, я объяснила, что такое выход из зоны комфорта. То есть мы выходим из комфорта, когда нам перестает быть там комфортно. Во всех остальных ситуациях мы не должны выходить оттуда. Не надо сейчас дергать своего мужа, чтобы стимулировать его выйти из зоны комфорта. Он вообще всю жизнь стремится к комфорту. Он на работу ходит, чтобы вечером прийти домой, лечь на диван и ощутить себя комфортно. Вы вообще-то тоже так хотите. Да? Но в какой-то момент, после того, как он полежал 10 дней подряд на диване, ему перестало быть это комфортно, он захотел куда-то пойти и что-то сделать, ну и так далее. Да? Вот. Или диван был неудобный, он захотел купить новый удобный диван, и он вышел из зоны комфорта. Итак, мы сейчас с вами обсудим, мы сейчас проговорили про то, что такое кризисы. И перейдем к тому, какие этапы проживает семья. И я попросила в самом начале, когда еще было мало участников, написать, какой у вас там опыт, да, сейчас вы можете сказать, что вот я в браке столько-то лет, например, да, или вот я со своим мужчиной столько-то. Или, например, я не в браке, в поиске отношений. Напишите, пожалуйста, чтобы я понимала, про какой возраст мы будем говорить прицельно. Да, поделюсь, я, например, в отношениях со своим супругом 20 лет, да, то есть я нахожусь на определенной стадии развития нашей семьи. У нас 2 детей, и да, у нас определенный этап жизненного цикла семейного. Да? Вот, посмотрите, в браке 30 лет, 25 лет, 7 лет, еще, пожалуйста, 27 лет, отлично. 37. Это просто великолепно, что собрались люди, у которых такой большой опыт, да, и значит, вы сможете поделиться тем, как вы проживали много-много уже кризисов сейчас, да, которые, безусловно, встречались вам 5 лет, 11 лет, вот, семьям, да, то есть, посмотрите, у нас собрались здесь участники, которые имеют разный опыт и пребывают сейчас на разных этапах жизненного цикла семьи.
Ну, давайте пойдем. Первый этап жизненного цикла семьи– это супружеские пары без детей. Начинается все с так называемого конфетно-букетного периода. В этот период пара партнеры показывают друг другу только самые прекрасные свои стороны. Они пытаются друг другу понравиться. Работают специальные гормоны, которые позволяют нам сближаться с совершенно посторонним человеком, принять его запах, его вкус, принять его внешность, его какие-то характеристики и качества личности. Все это как бы нас ослепляет немножечко. Под действием гормонов мы становимся немножечко некритичны, да, и, как правило, длится этот период конфетно-букетной романтической любви 6-9 месяцев, да, то есть меньше года. Через это время, через полгода, вдруг партнеры начинают обнаруживать друг у друга различные недостатки, какие-то особенности, и начинается первичный такой этап притирки, когда мы смотрим, ага, могу я с этими недостатками своего партнера быть, или все-таки это меня не устраивает, и тогда мне нужно с ним расстаться. Да? И в этот период крайне важно прислушиваться к своим ощущениям, чтобы не обмануться, потому что в этот период у пар есть еще такая иллюзия, что мой партнер изменится, я его поменяю, но однако мы знаем, что это не так. Скорее всего, люди не меняются, а только заостряются их отрицательные черты и становятся еще более видимыми с годами. Это хорошо, если этот этап длился достаточно долго, то есть пара была без детей несколько лет. Почему это хорошо? Как вы думаете? Там, год, 2, 3, 5, сколько-то, да, времени пара была без детей. Почему вы думаете, это хорошо? Напишите, пожалуйста. Я уже сказала, что это хорошо. Надо понять, почему. Можно адекватно оценить партнера. Есть возможность присмотреться. Еще мнение, почему. Почему нужен вот этот стартовый этап, да, вот этот вот период входа в семейные отношения? Посвящали себя друг другу. Да, Ольга. И что потом произошло? Что потом получилось? Что из этого вот выходит, когда мы имеем возможность посвятить себя друг другу? На самом деле вот этот этап пары без детей– это этап, когда пара получает некий запас ресурса на всю последующую жизнь. То есть если мы возьмем во временной перспективе жизнь пары, то это период самый приятный, согласитесь, да, поставьте плюсик, если вы согласны. Вот это начало отношений, это самый приятный период. Это период, который мы вспоминаем с удовольствием. Он романтичный, он красивый, он веселый, он наполнен какими-то впечатлениями, да, и это на всю жизнь останется ресурсом для этой пары, да, то есть можно будет туда возвращаться мысленно и получать оттуда впечатления. Потому что дальше, когда появляются дети, быт, работа, дом и так далее, жизнь становится сложнее, и вот эти моменты романтичные, да, приятные, эмоциональные, часто утрачиваются, либо очень сильно сокращаются, и паре этого не хватает. Поэтому хорошо, если этот период был таким самодостаточным, достаточно продолжительным. Нередко сейчас происходит такая ситуация, что пара только начинает встречаться, случается беременность, и они сразу съезжаются, начинают жить вместе, вести общее хозяйство, и не прожив вот это романтичное, вот это красивое, приятное, легкое время, они сразу как бы окунаются в бытовые задачи, в родительские задачи. Им не на что опереться, им очень сложно. Да? Это пропущенный вот этот вот период, он не дает им получать в должной мере ресурс. Сколько должно пройти по времени этот период, на мой взгляд? Ну, как минимум, это должен быть год, полтора, два, для того, чтобы, во-первых, пара миновала период розовых очков,
да, чтобы они слетели, а я сказала, что это 6-9 месяцев. И затем пара должна встретиться как бы с недостатками друг друга и научиться с этим жить. А для этого нужно время. Пары, которые заключили брак в течение первого года жизни, ну, после встречи, да, вместе, заключили брак, и тут же появился ребенок, достаточно частое такое сейчас явление, да, они, к сожалению, вот этот вот романтический период не прожили в должной мере, и очень много накладывается в этот первый год, очень много задач, да, и им сложно из них выбраться, потому что им недостаточно ресурсов. Все, безусловно, индивидуально. Есть пары, которые справляются, есть, которые хуже справляются. Есть пары, которые через 5 лет все еще не приняли друг друга. Ну, они там уже что-то другое проходят. Этот период тоже не может длиться очень долго. То есть, если мы видим, что у нас пара, ну вот, к примеру, сегодня у меня была клиентка, которая встречается с мужчиной 2 года, и за эти 2 года они так и не стали жить вместе, они все еще не говорят о браке и о детях, а возраст уже такой, что можно бы уже об этом говорить, и нужно бы даже, наверное. И мы видим уже, что это опять выходит за рамки комфортного состояния. Уже некомфортно встречаться 2 года. Потому что мы понимаем, что процесс затянулся, переход на следующую стадию не происходит, пара испытывает кризис. Кризис нужен сейчас для того, чтобы перейти на новый этап. То есть им должно так плохо стать в этом этапе, чтобы это побудило их выйти на новый этап. Следующий этап – это, конечно, этап заключения каких-то таких уже формальных договоренностей, разделения ответственности, это заключение брака, это заключение какой-то договоренности о совместной жизни, о материальных каких-то тратах, об ответственности друг за друга. Это вхождение в круг родственников, это урегулирование вопросов, касающихся планирования семьи, рождения детей, решения материальных вопросов и так далее. В этот период партнеры приносят в пару свои прежние родительские сценарии. Да? И они как бы начинают их друг с другом миксовать. Да? Что получится, если я возьму свою модель, а ты возьмешь свою? Мы выработаем что-то третье. Да? И пара в этот период вырабатывает некую свою норму. У меня делали так, а у тебя делали так. А мы договариваемся делать вот так. Да? Это в идеале, что здесь происходит. И вот появляются дети, и семья переходит на следующий этап. Это становится уже не пара, а тройка сначала, да, и здесь надо адаптироваться к ситуации появления младенца, разделения ответственности, разделения материальных сложностей, которые происходят обязательно на этом этапе. Просто перестановка сил, да, женщина не работает, не может столько зарабатывать. Нужно организовать бытовую жизнь и так далее. Да? То есть множество вопросов здесь семья решает. Но если они хорошо прошли предыдущую стадию, то у них есть достаточно резерва, чтобы в эту стадию войти. Проблемы могут возникнуть на этой стадии тогда, когда пара не была готова к ней, да? Когда, например, беременность была незапланированная. Следующий этап жизни семьи – это семьи с детьми подросшими, когда, ну там, несколько детей мы сейчас имеем в виду, они могут рожать, да, и будут дети-дошкольники. А сейчас я имею в виду уже следующую стадию. Это семья с детьми, как правило, школьного возраста или близкого к школьному возрасту. Это, как правило, браки 7+ лет, и возраст родителей в среднем 30+ лет. Да? Что это за период? Субъективно взрослые люди, муж и жена, проживают здесь личностный кризис, так называемый кризис среднего возраста. Он происходит у людей с 30 до 40 лет в среднем, плюс-минус, да, там какие-то
у кого-то в 28, у кого-то в 42, но в среднем с 30 до 40 лет. Вот индивидуально партнеры проживают кризис среднего возраста. В это время они уже, как правило, 7 лет или даже больше могут находиться в браке. У них уже подросли дети, они уже к этому адаптировались, они уже умеют, как с ними обращаться. Налажен быт, куплена квартира, куплена машина, есть работа. И вроде бы наступила та самая стабильность, которая нужна так людям. Но вдруг тут становится некомфортно. Мы вроде бы стремились к тому, чтобы купить эту квартиру, выросли, чтобы дети нам стало чуть полегче, сделать карьеру, чтобы мы были уверены, и вдруг тут нам становится некомфортно. Почему это происходит? Потому что накладывается кризис личностный. Человек с 30 до 40 лет проходит период, когда нужно остановиться и посмотреть назад. Что я сделал за свои 35 лет? Какими они были? Туда ли я иду? Достаточно ли я сделал? Правильно ли я живу? С тем ли человеком я живу? И в этот период возникает мысль, что полжизни уже прожито. Могу ли я поменять ее? Может ли случиться так, что у меня будет другой партнер? Могу ли я стать счастливее? А могу ли я вообще кому-то еще нравиться? Да? Или все, моя карьера на любовном фронте закончена? Все это чаще всего происходит неосознанно. Да? То есть это не звучит так, как я сейчас называю вам такие прям конкретные вопросы. Это переживается как субъективное беспокойство. Что-то я тут должен подвести какие-то выводы, что-то вот правильно ли я живу, той ли дорогой я иду. Поставьте мне плюс, пожалуйста, в чат, если вы знакомы с этим ощущением, что если вот было такое переживание, что надо подвести итог и надо понять, вот правильно или неправильно. И в этот период возникают сомнения, тот ли мой партнер, с кем мне надо быть, или нет, или мне надо бы поменять партнера, пока не поздно, пока еще я достаточно молода или молод. Да? И вот этот вот кризис, который здесь наступает на этом этапе брака, когда дети подросли, основные бытовые задачи уже выполнены, называется кризис экспериментирования со свободой. В этот период наступают измены. Измены могут быть физическими, ну, то есть реальная измена, а может быть фантазийная измена. То есть кто-то флиртует на работе с коллегой, кто-то в чате там с кем-то переписывается в социальных сетях, кто-то сходил на свидание с бывшим одноклассником, кто-то действительно физически изменяет, кто-то фантазирует во время секса о ком-то другом, об актере каком-то даже, может быть, там, да, или о коллеге там каком-то. То есть так или иначе мы подставляем себе нового партнера и проверяем, подходит или нет. Может быть, мне лучше будет с другим партнером, чем с этим. Да? И мы таким образом проживаем вот этот вот такое шатание, знаете, вот стойких отношений уже. Как правило, в этот период что происходит в паре? Дети подросли, быт решен, романтики никакой, только задачи, да, сделать это, купить туда, съездить вот это, решить вот это, ремонт там и так далее, да, ипотека. Все надо постоянно решать. Люди загнаны вот этими взрослыми делами, да, постоянно, бесконечно возникающими. И им очень хочется романтики, им очень хочется чувств, им хочется, чтобы их любили, им хочется радости в жизни, а этого становится мало. И кажется, что это можно сделать в новых отношениях, что с моими отношениями что-то не то. Да? Вот такой вот период проживают пары. И возникает, кстати, период, это называется еще период вторых браков, да, очень много здесь разводов, пик разводов происходит, и возникают вторые браки. Есть как бы шанс поменять отношения свои. Если пара переходит этот этап, то есть даже измена физическая не является приговором для пары, это нормально, пара может переработать измену и пойти дальше, то отношения становятся крепче, сильнее, здоровее, и они идут дальше в следующий шаг. Ирина спрашивает, как реагировать на такое поведение партнера? На какое поведение? На измену вы имеете в виду?
На какое поведение, как реагировать? Реагировать адекватно. Что такое адекватно? Во-первых, с одной стороны, проживать свои эмоции, потому что это действительно очень тяжелый период, да, а с другой стороны, это нормативный период. И если он раньше не был замечен в изменах, то, возможно, он делает это сейчас потому, что он переживает кризис среднего возраста. Да, потому что он переживает некий тяжелый период. И тогда здесь это не приговор отношениям. Безусловно, стоит прекратить изменять, да, однако то, что случилась измена, не всегда является показанием к тому, чтобы разойтись. Как психолог я вижу много пар, которые прожили измену и хорошо вышли в следующий период и стали только крепче. Поэтому измена – это не приговор. Желание свободы, дайте ему свободу, он может быть свободен, он решает сейчас свою задачу. Да? Насильно вы тоже, милые, не будете, насильно вы тоже не будете держать его, это невозможно, это иллюзия. Взрослый человек всегда может уйти, он должен об этом знать, ты можешь уйти. Да. И важно, чтобы партнеры здесь были честны. Это тяжелый период, кризис переживается, да? Это очень тяжело пережить. Вот. Но обращаться к психологу, безусловно, семейному, для того, чтобы конструктивно проживать этот сложный период. Ну и когда пара выходит на следующий этап, это снова латентный период, это продолжать растить детей, все больше отдавать им свободы, все больше заниматься собой, делать свои карьерные достижения, решать свои бытовые задачи, жить своей интересной жизнью. И следующий крупный кризис, с которым встречается пара, часто это совпадает. В личностном развитии партнеры переживают выход на пенсию, утрату активной деятельности, да, самореализации. А в семейном плане это совпадает с выходом детей из семейного гнезда. Да? Это называется кризис опустевшего гнезда, когда дети уходят из семьи. Я сейчас намеренно, да, не останавливаюсь подробно на стадиях латентных, да, я именно на кризисных периодах сейчас концентрирую свое внимание. В чем задача этого кризиса? В том, чтобы дать возможность выросшим детям покинуть своих родителей и уйти жить свою жизнь. В это время задача родителей – научиться снова жить без детей и больше не считать их своей семьей. Я сейчас скажу крамольную вещь, а вы, пожалуйста, прислушайтесь к своим чувствам. Я скажу вот такую фразу, а вы ощутите, как она вам, да? Особенно те, у кого 20 лет там брака или подходит к тому. Дети – это временные члены семьи. Они приходят к нам на время. Как вам эта фраза? Поделитесь, пожалуйста, своими ощущениями, как вам слышать эту фразу. Дети – это временные члены семьи. Дети – это временные члены семьи. Кому больно от этой фразы, кому тяжело от этой фразы, да? Такое может быть. Возможно, вы сейчас переживаете это, да? Как-то не очень, да? Надежда. Вот вы ставите плюсик. А что означает плюсик? Пожалуйста, пометьте, да? Поделитесь своими чувствами. Вы так не думаете. Ну, да, Надежда, вторая Надежда пишет, я так не думаю. Вы можете так не думать, действительно. Значит, давайте подумаем, кто такие семья. Семья бывает разные понятия. Это пара, это родители и дети, это род, да, со всеми родственниками. Вот. А что есть базовая форма семьи, подумайте, пожалуйста. Я пока прочитаю ваши сообщения. Ольга пишет, да, я легко отпустила дочь в ее жизнь, но у меня разница между детьми 12 лет. И рядом остался сын. Именно поэтому вам было легко, у вас было чем заниматься еще, да.
это действительно облегчает состояние. Скорее всего, не хочется в это верить, в эту фразу, да, то есть она достаточно болезненная для родителей. То есть мы сейчас еще не там, но мы можем уже сейчас переживать тревогу по поводу этой фразы, да, то есть сама эта фраза, даже мысль об этом, она вводит нас в тревожное состояние. Итак, я задала вам вопрос, кто такие семья, что есть базовая форма семьи? И здесь, безусловно, приходит один ответ, другого ответа тут нет. Это муж и жена. Все начинается с пары. Прежде чем появились дети, была пара, которая создала семью. И вот сейчас, когда дети вылетают из гнезда, пара должна снова остаться вдвоем. Потому что это и есть истинная семья. Мы с нашим партнером больше всего совпадаем по времени жизни. Мы ни с кем так долго не можем жить, как с партнером. Мы со своими родителями жили 20 лет, 18-20, ну кто-то больше, плюс-минус. Да? Мы со своими детьми столько же проживем. А с партнером мы можем жить там 50-60 лет, и, дай бог, больше. Или с партнерами. То есть наша основная семья, наш основной спутник по жизни – это тот, с кем мы дольше проходим пути. Это наш партнер. Это основная наша семья. И вот когда дети вырастают, если пара сохранила хорошую связь, если они дороги друг другу, если они находятся в здоровых отношениях, то им не страшно остаться вдвоем и отпустить своих детей, потому что они не теряют семью при этом. Да? Они понимают, что дети – это временные члены семьи, они приходят и потом уходят, когда вырастают, чтобы обрести свою истинную семью. Их истинная семья – это их партнер. Прислушайтесь к своим ощущениям, как вам это слышать сейчас. Поделитесь, пожалуйста, в чате, да, своими переживаниями, своими чувствами. Вы можете с этим быть не согласны. Конечно, это ваш опыт, он не менее ценен, чем данные ученых, там, исследований и так далее, наблюдений за семьями. В этот период паре нужно перестроить супружеские отношения. Нужно сохранить здоровую связь с детьми, с внуками, которые будут появляться. И при этом сконцентрироваться на своей жизни так, чтобы детям не хотелось к нам прийти и нам помочь. Да, чтобы дети наши занимались своей судьбой, своей жизнью, своими отношениями, чтобы у них не было конфликта от того, что надо прийти с мамой сидеть. Да? Мама должна жить так счастливо, чтобы детям не хотелось с ней нянчиться. Ну и последний кризис в жизни семьи. Да, вижу сообщение. Ольга пишет: на данный момент я понимаю, что мне с супругом есть о чем поговорить, есть какие-то общие интересы. Это прекрасно. Вот вы должны, как пары, да, кто в парах, прежде всего смотреть на то, чтобы близость сохранялась между вами, партнерами, потому что это тот человек, с кем вам надо будет остаться. Дети не могут выступать стабилизаторами брака. Это слишком тяжелая ответственность для них. Да? Есть такое понятие ребенок, клей в отношениях. То есть родители склеиваются через ребенка. Да, иногда это может работать. Это может удержать нас от каких-то необдуманных расставаний, от каких-то ошибок, очень резких движений. Но если мы на всю жизнь детей поставим вот стабилизаторами, знаете, как табуретка, да? Табуретке нужны ножки, лучше 4. И вот если мы там вдвоем стоим и не выдерживаем этого, и ставим туда наших детей, это очень большая нагрузка для детей. Это риск им никогда не перейти в собственную жизнь, никогда не встретить своего партнера, никогда не быть по-настоящему там, в своей семье. Поэтому мы должны быть стабильны сами по себе. И если нам через много лет есть о чем поговорить, нам интересно быть друг с другом, это здорово. Да? Это делает вашу пару стабильной. Ну и затем наступает латентный период, пара либо умеет жить вместе, либо не умеет. Здесь, кстати, возникает 3-й пик разводов. Первый пик разводов – это семья с ребенком до года и до 3 лет, да, то есть там вот очень часто встречаются разводы. Потом это кризис
супружеской жизни, экспериментирование со свободой. Это второй пик разводов. И третий пик разводов – это когда дети ушли из семьи, а родители вдруг поняли, что они уже 10 лет вместе не спят, ни о чем не разговаривают, ничего их не объединяет, и нечем им друг с другом заняться. И поэтому они разводятся, потому что как бы, они здесь еще вполне могут жить самостоятельно и построить жизнь свою по-другому. Вот это третий пик разводов. Если же пара восстанавливает отношения, то есть они научаются снова жить вместе уже без детей, они входят в латентный спокойный период до следующего кризиса. И у нас остался с вами один супружеский кризис, который мы сейчас проговорим. Я сейчас прочитаю сообщение. Юлия пишет: понимаю, что семья в первую очередь муж и жена, но иногда кажется, что муж другого мнения, слишком растворяется в детях, на мой взгляд. Юлия, здесь можно посмотреть на себя. Раз муж сильно растворяется в детях, что я делаю не так? Почему мой муж прежде всего не видит меня как женщину, да, объект, которым он хочет обладать? Потому что это про вас, это не про него, это про вас. Мужчина прежде всего семью заключает потому, что он хочет иметь вот эту женщину рядом с собой. А она говорит, чтобы быть со мной, надо жениться и рожать детей, и дом заводить. Это наше женское условие. Оно редко когда идет от мужчин. Мужчина прежде всего хочет иметь вот эту женщину. Чаще всего мужчины даже не хотят особенно детей. Они идут на это ради женщины. И все эти ипотеки наши берут, и мебель новую покупают ради нас. Желание обладать нами. Да? То есть, Юль, здесь можно поговорить про супружеский кризис, который вы сейчас проживаете. То есть супруг недаром уходит в детей. Что-то в паре происходит. Хорошо, ну и последний кризис, который проживается парой, это смерть одного из супругов и одиночество как следствие. Да? Так или иначе, все мы конечны, жизнь заканчивается, кто-то из партнеров умрет раньше, кто-то умрет позже. И оставшемуся партнеру нужно будет пережить этот кризис умирания своего близкого человека, своего спутника по жизни. И в конечном счете мы остаемся одни. Это последний кризис супружеской жизни. Да, это страшный момент, думать об этом не хочется, и дай бог, чтобы все мы прожили очень долго. И потому что, когда мы молоды, мы не должны быть готовы к смерти. Готовы к смерти люди пожилые, да, и вы можете вспомнить там каких-то бабушек своих, может быть, знакомых, которые говорили: ой, я уже ничего не хочу, я уже хочу умереть, я уже устала жить, да. Вот это состояние готовности к смерти, да, принятия смерти, некой такой усталости от жизни. Знаете, как беременная женщина на последних неделях беременности говорит: я уже не хочу быть беременной, я хочу уже быстрее родить, да, то есть ей уже не страшно сделать какой-то такой вот сложный шаг, пойти на эту боль, потому что она больше не может, не хочет здесь быть, да, на этом этапе. Это тоже про то, что в своем личностном развитии мы проходим латентный период и переходим к кризису. Последний кризис в жизни человека – это узелковый период, это готовность к смерти. Человек это проживает, и потом ему не страшно умирать. И дай бог, чтобы, конечно, мы все жили долго и счастливо, и в партнерских отношениях, но это неминуемый момент. Да? Кризис переживается сложно. Ни одна из ситуаций, которых я сейчас перечислила как кризисные, да, для семьи, не являются легкими. И измена, и уход детей из семьи, да, и рождение ребенка, когда пара становится тройкой, да, и смерть одного из партнеров. Все это кризисы, а кризисы проживаются очень драматично обычно. Хорошо, напишите, пожалуйста, ваши вопросы, если они есть на данный момент. Мы перейдем к тому, как же на это все смотрят дети, которые присутствуют в семье. Нужно сказать, что самое главное, что должны видеть дети, и это будет ответом на заявленный мною пункт, главный, да, способ экологично решать все кризисы, главное, что должны сделать родители, это быть счастливыми самим. Да? Мы сами должны быть счастливыми. Мы должны быть удовлетворены нашей жизнью. Глядя на своих родителей, дети подмечают вот этот момент. Да? Справляется мой родитель
с тем, что ему выпадает, или нет. Если дети видят, что родители справляются, допустим, мама сегодня плачет, мама расстроилась. Как реагируют обычно дети, когда мама расстроилась? Плачут, они успокаивают, они кидаются ей навстречу, говорят: мамочка, что с тобой? Мамочка, что сделать? Да? Они как бы всю свою душу хотят отдать на то, чтобы помочь своей маме. Они готовы сейчас в этот момент сделать все, что угодно. И когда мама поплакала и сказала ребенку: малыш, я сейчас поплачу, потому что мне грустно, я сегодня устала, или я расстроилась, на работе там что-то произошло, или еще что-то. Но я сейчас поплачу, мне станет легче, и я уделю тебе внимание, там, или завтра уже все будет хорошо. В этот момент ребенок успокаивается, потому что он видит: моя мама справляется. А если мама годами, месяцами плачет в подушку или ходит печальная, потому что папа ей изменяет много лет, а она много лет это терпит, то ребенок точно видит, что родитель не справляется. То, что есть между родителями, они не могут разрешить. Мама давно не любит папу или папа давно не любит маму. Они друг друга раздражают, они не спят вместе. Почему-то вдруг мама спит с ребенком в комнате, да, а папа спит в гостиной, на диване. Дети это все чувствуют. Они очень чутки к подмене, к любому обману. И вот видя, что родители испытывают что-то плохое, тяжелое, но не могут с этим справиться. Что начинает делать ребенок? Вопрос у меня к вам. Что начинает делать ребенок, когда он видит, что взрослые родители не справляются со своей собственной жизнью? Пожалуйста, напишите. Я вижу, что участников достаточно много в вебинарной комнате, поэтому будьте, пожалуйста, активны. Что чувствует ребенок, что с ним происходит, что ему хочется сделать, когда он видит, что родители не справляются. Они ругаются, они не любят друг друга. Дети пытаются привлечь на себя внимание, так, то есть отвлечь родителей от этого любым способом, как хорошим, так и плохим. В моей практике, пишите, пока я расскажу, да, пример. Это один из вариантов, потому что только это не все абсолютно. В моей практике был клиент, мужчина, взрослый. Он обратился по поводу заболевания своего, астмы. И когда мы стали выяснять, откуда взялась эта астма, как вообще проявился первый приступ, оказалось, что ему было тогда 6 лет. Его мама и папа страшно ругались. Они шли по улице, они кричали друг на друга. На улице была зима, метель, и дул холодный воздух. И этот мальчик вдруг, ну, видимо, вдохнул холодного воздуха и стал задыхаться. У него случился вот этот первый приступ, он не мог вдохнуть, он стал плакать, он не мог вдохнуть. Родители тут же перестали ругаться и тут же стали его как бы приводить в нормальное состояние. Его психика, переживающая в момент, когда родители ругаются, огромное напряжение, вдруг случайным образом переключает этот конфликт на себя, да, и конфликт родительский прекращается, ребенку становится хорошо, спокойно. И в его психике зацепился вот этот момент. Чтобы снять напряжение, надо, чтобы случился приступ. Да? И таким образом у него все детство продержалась эта астма. То есть он часто очень, у него случался приступ, когда родители ругались, когда у них был конфликт. Да? То есть он таким образом переключал, он прекращал этот конфликт через этот приступ. Да? Теперь, когда он взрослый, ему стало это мешать. Но он не мог от этого уже избавиться, потому что в психике вот этот вот механизм закрепился. Да? Это вот по поводу того, что написала Ирина. Что делают дети, когда видят, что родители не справляются? Я задала вопрос. Юлия пишет: замена ролей, ребенок выступает в качестве взрослого, утешает. Вот здорово, да, именно это и происходит. Только
Да, Ирина пишет, возможно, ребенок встает на чью-то сторону, скорее матери, тем самым негативное отношение к другому члену семьи. Великолепно, точно. Вот смотри, 3 разные версии и все в точку. Прокомментирую то, что написала Юлия. Очень часто, когда дети видят, что родители не справляются со своей жизнью, то есть, уважаемые взрослые, все сейчас, кто присутствует, это взрослые. Ваша задача быть счастливыми. Ваша задача жить свою жизнь хорошо. Если вы не справляетесь со своей жизнью, это будут делать за вас ваши дети. Так, как сумеют. Через болезнь, через свое какое-то отсутствие личной жизни. Они будут с вами до 40 лет жить. Вам это надо? Вы хотите действительно, чтобы они остались с вами, ваши дети, никогда бы не родили вам внуков? Нет, мы этого не хотим. Мы все хотим счастливой личной жизни для своих детей, если мы здоровы психически, да, то есть если мы критичны и адекватны. Так вот, наша задача поэтому сказать детям своим выросшим, сигналить, да, так не прямо сказать, может быть, но сигнализировать. Я живу отличную жизнь, у меня все хорошо, мне нравится моя жизнь, я на своем месте, в профессии, в отношениях, я справляюсь со своей жизнью, я решаю все свои проблемы. И как можно дольше быть в этой позиции. Даже когда нам 85, нам надо справляться со своей жизнью. Потихонечку, полигонечку готовить себе, где-то потихонечку, полигонечку переходить, там по дому ходить, да, какую-то посильную физкультуру делать, заниматься своими делами какими-то уже такими старческими, да, и меньше беспокоить своих детей. Потому что как только мы перестаем справляться со своей жизнью, наши дети, хотят они этого, не хотят, они будут бежать к нам, они будут двигаться душой к нам, чтобы нас спасти. Они готовы сделать все, что угодно, разрушить свою семью, разрушить брак. Они готовы быть несчастны сами, лишь бы маме с папой было хорошо. Это наше бессознательное влечение помочь родителям. Я вам привела пример, что ребенок, когда плачет мама, он готов что угодно сделать. Он плачет сам, да, он готов сам стать несчастным, лишь бы помочь маме. Вот это же мы делаем, когда мы взрослые. И еще одна версия, которую предлагает Ирина, что делают дети, когда видят, что родители не справляются. Ребенок начинает быть участником этой войны. И это печально, потому что ребенок состоит из двух половин, из мамы и из папы. И когда мама с папой агрессивно настроены друг на друга, а в ребенке они слиты, они буквально едины, да, то ребенок испытывает глубочайший внутриличностный конфликт. Буквально он должен сказать, какая из его половин хорошая, а какая из его половин плохая, недостойная. Да? Как вы думаете, легкая ли эта задача сказать, что вот это у меня плохое, это надо уничтожить, от этого надо избавиться, а это моя часть, да, важная. Невозможно отказаться от себя, от половины себя безболезненно, не травматично. Это невозможно. И когда ребенок вынужден, спасая мать от отца или отца от матери, вставать на чью-то сторону, он должен предать вторую свою часть. Поэтому родители, которые ведут междуусобные войны и втягивают в это детей, говоря, вот твой отец такой-то, такой-то, или вот твоя мать такая дура, они разрушают целостность личности ребенка. То есть этот ребенок будет в себе не уверен, он будет заниматься аутоагрессией, да, то есть делать себе порезы, какие-то попытки суицида могут здесь быть, потому что аутоагрессия, потому что надо убить часть себя. Да? Поэтому это глубочайшая травма для ребенка. Видеть, как родители ругаются, видеть, что они делают это много лет, видеть, что они ненавидят друг друга, что они несчастными делают друг друга, да? Потому что он не может одновременно тут любить их обоих. Ему надо быть на стороне одного против другого. Это внутри него все происходит. Пожалуйста, отметьте в чате, как вам это отзывается, то, что я вам говорю. Если вам отзывается, поставьте плюс, если нет, пишите свои какие-то комментарии, пишите свое мнение, как вам это, да, согласны вы или не согласны, может быть, есть какие-то вопросы, примеры сейчас, да, то есть завершая сегодняшнее наше общение, я хочу подчеркнуть, что крайне важно нам, взрослым, проходя все эти стадии личного развития, да, проходя все кризисы личности нашей, проходя кризисы супружеской жизни, оставаться в позиции внимания к себе и решать свои
проблемы, свои вопросы. Нельзя, это плохой пример, когда мама сохраняет брак ради детей. Это плохой пример для ребенка. А мама показывает ребенку, что есть я не важна, важен ты. Я ради тебя пошла на жертву и осталась твоим отцом несчастной на всю жизнь. Теперь я жду, что это сделаешь ты. Теперь ты не должен жениться, а если ты женишься, то ты не должен любить свою жену больше, чем меня, свою маму. Понимаете, это очень жестоко. Поэтому, если мы несчастны в браке, если в нашей паре что-то не так, мы должны это решать двумя взрослыми людьми в паре. Да, тогда нашим детям не придется это делать за нас. И они смогут проживать свою жизнь, они смогут быть детьми, они смогут быть на своем месте. Вот это, пожалуй, то главное, что мы можем сделать. Кризисы в личности нашей, в развитии личности, кризисы в развитии семьи неизбежны. Они имеют значение, переходное. Без кризиса не будет следующего этапа. Мы не сможем стать сильнее, мощнее, мудрее без кризисов. Прожить кризис– это наша задача, и она нам по плечу. Если мы с ней справляемся, мы только становимся сильнее. Да, кризисы нас тренируют, да, дают нам закалку. Я благодарю всех тех, кто был сегодня в эфире. Я благодарю вас за внимание, за уделенное время. Пишите, пожалуйста, если есть у вас вопросы. Надеюсь, что информация была полезна. Да, благодарю вас. До новых встреч. Ага. Видеозапись будет, я думаю, да. Видеозапись должна быть, обычно всегда бывает. Угу. Все, большое спасибо. Благодарю за внимание. До новых встреч. Хорошего вам вечера.